Первая творческая встреча, прошедшая в новом году в Большом концертном зале имени Сайдашева, была связана с выдающимся органистом наших дней Гибо В. Швейцарский музыкант впервые посещал Казань 40 лет назад. Теперь он привез свое ноу-хау – церковные танго, которые расширяют границы воображения и меняют представление об органе. О других подробностях в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Именитые органисты мира приезжают в Казань в канун Рождества. Это одна из традиций наступающего Нового года. Концертирующий музыкант, исследователь музыки и автор более 2000 публикаций по истории и органному исполнительстве Гибо В. стартовал в этом году доселе незвучащими в Казани сочинениями. Имела счастье быть на его курсах в швейцарском местечке Роман-Матье, где стоит уникальный отреставрированный орган семьи Оленов, которых хранителем является как раз Гибо В. И где-то лет 14 назад были написаны 13 танго, церковных танго для органа. Как композитор Гибо В. пишет музыку к театральным и кинопостановкам, эстетские опусы для исполнителей мира, микшируя стили и направления. Сочинение композитора – это словно хроники одного дня, однажды взятой страны. Здесь весь спектр чувств и настроений, как и орган-филантроп в Большом концертном зале, имеющий, по мнению месье Бо В., различные оттенки характера. Я иногда даже и не знаю, как выстроить программу. Это желание заказчика. Конечно, просят сыграть Баха, что-то из авторского сочинения и, конечно, танго для органа. Церковный танго – это то, что сделало музыку Гибо В. наиболее демократичной и доступной в любой точке земного шара. Это и переоценка ценностей в обывательском восприятии музыки. Это танго, написанное мной специально для церквей. Вы спросите, почему? Кто-то это считает шуткой. Однако, согласитесь, уровень воздействия на зрителя в концертном зале и храме очень разный, поэтому я пытаюсь обелить музыкальный инструмент. Во многих европейских странах орган ассоциируется только как религиозный инструмент. Многие находят такую музыку скучной, но, поверьте, это не так. Дмитрий Пивоваров, Анна Бутченко, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».